Kış o vakit açan çok önemli akıllarımıza getirtme ne kadar önemli sıcaklık. Sıcak olsun evlerimizde, sıcak olsun can yerlerimizde hem de sıcak olsun aralarımızda. Yeni güne adımlarız GRT kanalından birlikte. Herkesinize dilerim hayırlı sabahı hem de başarılı günü. Başladırız programımıza. Sen bak benim gözlerime, gözlerim canımın aynası. Bir masal gibi yaparsam yaşamanı, bundan olur sana faydası. Bu dünyada biz bir yoldan yürüyeceğiz, bir yoldan sen hem ben. Ömür boyu birbirimizi seveceğiz, sen hem ben. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Bana dil lazım bu dünyanın, ne zenginliği ne de parası. Yemin ederim seni severim, bana dil lazım başkası. Bu dünyada biz bir yoldan yürüyeceğiz, bir yoldan sen hem ben. Ömür boyu birbirimizi seveceğiz, sen hem ben. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Зима – это время волшебства, когда утро начинается с узоров на окне и блеска инея на ветвях. У нас есть возможность на этой неделе еще проживать эти чудесные блески на почве, на ветвях и хотя бы чуть-чуть почувствовать зиму. А о волшебстве не зря я начала свою цитату, так как зима – это время, на самом деле, время волшебства, когда люди верят в чудеса и время, когда исполняются желания. Ну а желания новогодние исполнились и у наших участников, у нашего гостя и гостей нашей утренней программы именно в предновогоднюю ночь. Вышли в свет новые песни. Песни, которые прозвучали на новогоднем огоньке канала ГРТ 2025. Наши гости из города Чедерлонга и из села Гайдары, восходящие звездочки. Начнем, наверное, с самой юной звездочки. Это Ульяна Узун. Доброе утро. Здравствуйте. Ангелина Узун вместе с нами. Доброе утро. Доброе утро. И Валентин Орманджа, заслуженный артист Гагаузии. Доброе утро. Говорить мы будем на русском языке из уважения к нашим юным исполнительницам. Ну, с новогодними праздниками вас поздравляю.
Взаимно. Взаимно. Пусть все те задумки, ваши желания, они осуществятся в 2025 году. И, конечно, пусть добро, мир и здоровье будут вашими в этом году. Ну что, начнем, наверное, с презентации песен. Все 3 песни, они новые. И все они звучат на гагаузском языке. Хотя наши исполнительницы и пока так уверенно не говорят на гагаузском, и тем не менее это очень радует. «Ениил» — так называлась песня, которая прозвучала на новогоднем огоньке. Да? Ангелина, вы ее исполнили? Да, я ее исполнила. Знаете, когда я посмотрела эту песню, этот клип, ну, первое, что очаровала ваша улыбка. И вот этот посыл, вот этот позитив, он на самом деле придает изюминку этой песне. Ну, вашим голосом и вашим присутствием. Ну, расскажите. Валентин, вы меня простите, но все-таки начнем с исполнительницы. Да? Это ваша авторская песня, получается. Да. А какой замысел был в исполнении данной песни? Вот так как близился Новый год, Валентина Арманжи предложила нам сделать новогоднюю песню, чтобы поздравить людей с Новым годом. Угу. На новогоднем огоньке звучали новые песни. Значит, премьера уже состоялась, а презентацию мы сегодня с вами проводим. Валентин, идея новогоднюю песню написать, откуда возродилась? Ну, во-первых, как вы сказали, девочки восходящие звездочки нашей Гагаузии, поэтому мне бы очень хотелось бы, чтобы они их увидели именно на новогоднем огоньке. Ну и в тему Нового года была написана эта песня. Я написал слова и музыку, аранжировку сделал Федор Гайдаржи. Ему большое спасибо за это. Ангелина очень даже позитивно ее исполнила. Вот. И вторую песню, это дальше уже поговорим о второй песне. Вот. Поэтому песня очень понравилась многим. И возможность такая появилась, чтобы больше людей заметили. Потому что новогодний огонек смотрят очень многие. Не только живущие здесь гагаузы, но и за рубежом то же самое. В основе этой песни лежит какая-то ваша личная история, либо какие-то воспоминания? Ну, всегда Новый год – это волшебство такое. Всегда нам хочется, чтобы в новом году наши такие сокровенные желания исполнились. Наряжается елка, гости, столы накрываются, песни, танцы. То есть в этой песне мы хотели показать именно праздник, что этот Новый год ожидают все, и взрослые, и дети. Даже взрослые становятся детьми именно в этот праздник. Поэтому, я думаю, песня удалась, и она будет жить, и всегда на Новый год ее люди будут слушать. Ну что, давайте послушаем песню «Ениил», и после чего, конечно, наша беседа обязательно продолжится. Hepsini kutlarım yeni yılın ben. Her yılda şenek olsun dilerim canımdan. Yeni yıl can gözler güler. Anam kim babam kim kız kardeşim gülümser. Türkü çalarız kim oynarız. Soframız artık donadı. Bugün o biz çok bekledik. Çünkü çok meraklıyız. Yeni yıl düş gideriz. Puslu çıksın. Yeni yıl insan et yüzü gülsün. Sevinmelikten hoş geldin bize. Yeni yıl. Çam acı donaklı oyuncaklar yalaver. Sokaklarda bembeyaz durmadan kar yağar. Hep Ali'de yeni yıl karşılansın. Ayazda dolsun hepsine başır getirsin. Türkü çalarız hem oynarız. Soframız artık donadı. Bugün de biz çok bekledik. Çünkü çok meraklıyız. Yeni
вот такое оно новогоднее, эмоциональное чувство были в исполнении этой песни. Ангелина, это ваша не первая авторская песня, Вторая. вторая уже. Да. Мгм. На новогоднюю тематику еще одну песню в свою копилку Да. забрали. А как вам вообще песня? Легко ли исполняется? Текстовой смысл? Мне эта песня очень нравится своими вот этими переходами. Слова мне тоже очень нравятся. И сам вообще смысл песни тоже очень. Кто вам помогает ваш образ собрать? Мама помогает. Вот этот союз, творческий союз с Валентином Урманджи, первая песня тоже была, да, Валентина Урманджи? Нет. Была. Я бы вообще хотела очень сильно поблагодарить Оксану Панаитову, так как она нам помогла. Она познакомила нас с Ольгой Ивогло и с Федором Гайдаржи. Песня Буюрун Хайдара про мое вот родное село. Но песни Валентина Урманджи вы еще исполняли на конкурсах. Да. То есть этот союз, он сколько уже длится у вас? Ну вот впервые ты где в Дубае первое место заняла, Да. Гюнешле Гагаузия, Аня Драгу песня. Вот. Потом, когда я заметил ее, мы познакомились. И как раз у нас вышла дуэтная песня «Гагаузерим» с Людмилой Тукан. Им очень понравилась песня. И вот они 3 раза участвовали с этой песней. 2 раза гран-при, 1 раз первое место заняли на международных конкурсах. Вот, поэтому... И вот я увидел, что в девочке есть потенциал, талант. И вот мы решили работать дальше. Одна патриотическая песня, одна, получается, новогодняя песня. Да. Замечательно. А вам ближе какие песни по душе? Гагаузские. Гагаузские песни мне очень нравятся. Очень нравится их исполнять. А с гагаузским на «ты» или на «вы»? С гагаузским языком. На «вы». Дома не общаетесь? Дома чуть-чуть общаемся. Может, там несколько там предложений можем сказать. А учить текст легко, гагаузский? Да, легко. Валентин, наверное, вы все-таки подбираете такой контекст, чтобы, если пишете для более юных исполнительниц, чтобы он легко ложился и на слух, и текст был более легким, так? Ну, дети сейчас изучают в школе гагаузский язык, поэтому им легче. В наше время такого не было. Но им, то, что они изучают гагаузский язык, им легче, даже если сложный текст. Но я стараюсь всегда в песнях, чтобы было развитие. Вот, разные переходы, чтобы вот, потому что слушатель утомляется, если нудная песня, если она просто такая. Поэтому я всегда стараюсь, вот с детьми работаю, когда, чтобы были мелизмы, наши гагаузские мелизмы, потому что они украшают все песни. Вот. И важно, конечно, подача песни. Улыбка должна быть, надо понимать, о чем ты поешь, через себя пропустить этот текст, и тогда легче достучаться до слушателя. Ну, поздравляю вас с еще одной новой песней. Спасибо большое. Мы, наверное, к Ульяне перейдем, да? Ульяна. Новая звездочка Гайдар. Новая звездочка Гагаузии. Вот здесь у нас на столе также ваши дипломы. Я первую взяла диплом Ульяна Узун, второй взяла Ульяна Узун. Вы начали исполнять в прошлом году. То есть вы сказали о себе, да? Да. Рассказали о себе, что вы есть. Сколько вам лет? Здравствуйте. Мне 7 Здравствуйте. лет. Если чуть-чуть рассказать о себе, познакомить себя. Меня зовут Узун Ульяна. Ходите в первый класс? Во второй. Во второй уже. Так. В какую школу? Я живу в селе и учусь в селе Гайдар. Много друзей? Да. Так. А Новый год – это какой праздник для вас лично? Для меня это праздник веселый, радостный. Он счастливым был? Подарки были? Чудеса Да. были? Да. А чего не хватает в этом Новом году? Ничего.
Все хватает. Всего хватает? Да. А если бы еще был снег, да, свершилась бы, наверное, вся зимняя та задумка, то есть не хватает снега все-таки. Вы какие песни исполняете? Гагаузские. Мгм. А если назвать? Ben Benerim Дядуму. Про мою большую семью. Мгм. Именно с этой песней вы впервые выступили на огоньке канала ГРТ 2025, да? Да. Кто написал эту песню? Музыка, слова и музыка Федор Афанасьевич Слав. Музыка и аранжировка Федор Гайдаржи. Вот автор, а он кто? Откуда он? У нас в селе есть музыкант, певец, композитор. Он для вас написал песню. Да, Это ваша первая авторская работа? да, Песни по душе? да, И тоже звучит на гагаузском языке. да. Ну что, посмотрим небольшой клип с новогоднего огонька, да? И послушаем песню. Маленькая юная артистка, исполнительница на канале ГРТ Ульяна Узун. Ben dinlerim cadumu, caducumu, cadumu. Ben severim cadumu, caducumu, cadumu. Caducum beni beğenir, kucağına beni alır. Caducum beni sever, marfa beni taşır. Caducum beni beğenir, kucağına beni alır. Caducum beni sever, marfa beni taşır. Ben dinlerim babumu, babucumu, babumu. Ben severim babumu, babucumu, babumu. Babucum beni beğenir, o bana deli görür. Babucum beni sever, ben tek başıma yapar. Babucum beni beğenir, o bana deli görür. Babucum beni sever, ben tek başıma yapar. Ben bilirim babamı, babacımı, babamı. Ben severim babamı, babacımı, babamı. Babacım beni beğenir, başladan beni alır. Babacım beni sever, her gece masal söyler. Babacım beni beğenir, başladan beni alır. Babacım beni sever, her gece masal söyler. Ben bilirim mamumu, mamucumu, mamumu. Ben severim mamumu, mamucumu, mamumu. Mamucum beni beğenir, yeni rubacık alır. Mamucum beni sever, yanacımı o öper. Mamucum beni beğenir, yeni rubacık alır. Mamucum beni sever, yanacımı o öper. Mamucu beni beğenir, yeni rubacık alır. Mamucu beni sever, yanacımı o öper. Улыбаемся. Вот такой вот позитив и задор, да? Аж настроение поднялось. Музыкант был у вас в клипе. Кто это? Автор этой песни является музыкантом, который написал мне песню. Еще раз можно имя сказать? Федор Афанасьевич Слав. Но песня получилась такая на самом деле детская, задорная, веселая. Ух, и хочется плясать. Песню полюбили. Да, После этого выступления хочется еще на сцену выступать? Да. Свои авторские песни, Хочется. получить свою копилочку, собрать. Хорошо. А с кем еще работаете? С исполнителями? Или это только вот начало, вот только этих людей знаешь? Ну, Так это первая получается, песня. да? Первая песенка, первый творческий союз. Поздравляем с новой песней, с первой, но не последней. Да? Это начало только. Еще будете петь, исполнять? да, будем. Ну тогда будем ждать. Ну что, третья песня у нас, сегодняшняя, не знаю, беседа, наше интервью, оно такое насыщенное,
3 песни новые, в новую копилку культуры гагаузской. Да. 3-я песня, она патриотическая. Как называется? Валентин, вы напрямую связаны с этой Да. песней? Песня называется «Севгили Буджам». Я ее специально написал для Ангелины Узун. Песня в таком балканическом стиле. Слова и музыку написал я, аранжировку сделал Павел Арнаут. Мы очень благодарны ему, было очень легко с ним работать. Очень перспективный, талантливый музыкант. Думаю, что это не последняя наша работа будет. Поэтому Гагаузия должна гордиться, что у нас есть такие талантливые музыканты, есть талантливые артисты. И мне очень радует, что с каждым годом появляются новые исполнители, новые коллективы танцевальные, которые не только здесь радуют нашу публику, но и представляют Гагаузию и в других странах. Поэтому меня это очень радует, что культура Гагаузии развивается с каждым годом. Валентин, в прошлом году, в конце прошлого года, вышел клип на новую песню вашей с Людмилой Тукан, тоже про любимую нашу Гагаузию. Патриотическая тема. Ну, у вас имеет такую широкую географию, вы буквально выливаете свои эмоции в текстовые написания. С чем-то это связано? Скучаете по родине, Конечно. либо все-таки отлучались от родной Да, земли, да. что вот тексты все-таки льются? Да, это сказывается то, что я много лет жил и в Турции, и в России, и в Украине. И, естественно, я очень люблю Гагаузию. И это место силы для меня. Я всегда вдохновляюсь здесь. И в основном все свои песни я написал в Гагаузии. Это, получается, уже 4-я патриотическая песня, потому что 1-я песня «Ана Ерим», которую исполняла на Драгу. Слова написала Елена Макану. 2-я песня «Солнечная Гагаузия», которую я написал про Аню. Эта песня уже таким большим хитом стала, что ее гагаузы всего мира знают. И я считаю, что самая такая песня, которая вот ассоциация с Гагаузией, сразу вот в интернете больше 1 миллиона просмотров этой песни. И Анечка очень ее ярко исполнила и много раз занимала первые места русской версии. И потом, когда я предложил им гагаузскую версию «Гюнешли Гагаузия», она за год заняла 4 раза гран-при, а Ангелина в Дубае гагаузской версии заняла 1-е место. А песня «Гагаузы Рим», то, что дуэтная с Людмилой Тукан, мы ее специально выпустили, 33-е образование Гагаузии, потому что Людмила тоже живет за границей и очень скучает по Гагаузии, поэтому она тоже большая патриотка, у нее очень много песен о Гагаузии, песни живут, их перепевают другие исполнители. Поэтому песня «Гагаузы Рим», когда она вышла, Ангелина вот с этой песней заняла гран-при в Кишиневе, в Бельцах и 1-е место в Греции. Также Гульнара Батаралиева заняла особый приз в Бешалме в конкурсе за самое колоритное, оригинальное исполнение гагаузской песни. То есть меня радует, что эта песня живет, что она находит своего слушателя. И Людмила ее очень часто исполняет в Посейдоне в Москве. И все танцуют, всем очень нравится эта песня. Я надеюсь, что и новая наша композиция тоже понравится Гагаузии. «Севгили Буджам». Я хочу, чтобы эта песня жила, и ее перепевали детки и на конкурсах. И я верю, что Ангелина займет высокие места этой песни, представляя Гагаузию на разных конкурсах. «Севгили Буджам». Как переводится, Ангелина? Любимый Буджак? Любимый Буджак, да. У вас Буджак, наша родина, наши гагаузские степи. С чем ассоциируется? С домом, с родиной, с семьей. Когда говорим слово «буджак», что первое на ум приходит? Дом. Ну, там, где я родилась. Тепло, уют. Да, уют. Вы правильные слова Комфорт. подобрали, правильно сказали. Патриотическая песня. Ну, на самом деле патриотические песни исполнять тяжело, наверное, по мне так, да? И в тексте надо подобрать нужные слова. Были какие-то затруднения с подбором слов, Валентин? Ну, конечно, когда ты пишешь уже не первую песню,
естественно, повторяться нельзя. Надо что-то новое, с другой стороны, показать нашу родину. Вот, поэтому песня, кстати, песня очень непростая, она сложная, поэтому мы работали тщательно. Тем более девочка развивается, надо с каждым разом чуть сложнее песни, чтобы рост был. Но она справилась, она умничка. И, конечно, Татьяна Узун, мама девочек, она очень много вкладывает в них, старается продвигать их как может. Это очень похвально, потому что когда мы раньше работали с Никитой Панаитовым, Оксана Панаитова, мама Никиты, она очень тоже много вкладывала в своего сына. И это очень важно, когда ты веришь в таланты детей своих, способности, их надо развивать. И тогда дети, конечно, творческие дети, они более развитые, они более чувствительные, они вообще им по жизни легче, когда человек творческий, потому что творческие люди, они как будто не из мира сего, они немножко по-другому, и интуиция у них более сильная, и подход другой к жизни. Поэтому я очень рад, что есть у нас в Гагаузии такие матери, которые столько стараются для своих детей. Спасибо. Ангелина, какие чувства все-таки передаете через данную песню? Каким увидели наш Буджак через глаза автора в этой песне? Я хочу показать вот этой песней всем людям то, что наша Родина очень красивая, и, патриотизм, да. У меня сразу эта песня вызывает патриотизм. Вот я когда записывала эту песню, вот у меня сразу, как только я начинаю петь, у меня все уже, я расслабляюсь, я чувствую себя уверенно с этой песней. Угу. Кто слышал еще эту песню? Пока никто. А первым слушателем кто является? Моя мама, моя семья. Так. Как они восприняли? Им тоже очень понравилась сама песня, сами вот эти переходы, как я ее исполняю. Коль мама тоже является твоим наставником, что мама требует? Ну, мама требует, чтобы была интонация, чтобы были движения, чтобы была красивая подача этой песни. Потому что если я не смогу правильно подать эту песню, то ее просто никто не захочет слушать. Угу. Получается? Да, получается. Валентин, вы как автор, вот работая совместно, какие советы даете, что вкладываете в эту песню? Ну, для меня, конечно, как Ангелина сказала, что для меня очень важна подача песни, потому что если правильно человек подает песню, то слушатель, он сразу, у него включается воображение, он все это представляет. И важно всегда петь через улыбку такие песни, прочувствовать, чтобы вот присутствовал дух патриотизма. Вот. Но и, конечно, для меня очень важна дикция самой песни, потому что в гагаузском языке, знаете, что есть такие слова, если неправильно окончание выговариваешь, меняется смысл слова. Поэтому и с каждой песней мы стараемся показывать рост, что ребенок все лучше и лучше на гагаузском поет и чувствует этот язык. Это очень важно. Есть ли в этой песне, и у вас, Валентин, спрашиваю, у вас, Ангелина, строчки, которые для вас важны, либо символичны? Ну вот песня начинается «Димдик дурсун гагаузлар» или «Салт или эрляхим дур четин безим гагауземс». Это очень такие громкие слова, поэтому я думаю, что многие фразы из этой песни пойдут в народ. Вот, поэтому я очень доволен результатом, и что именно эту песню исполнила Ангелина, потому что вы знаете, что 15 артистов исполняют мои песни в Гагаузии, и я очень рад, что все мои композиции попали по правильному адресу, потому что
когда я пишу песню, уже готовая песня, я слышу голос, какому исполнителю я могу предложить, и какой исполнитель проживет эту песню, подаст ее правильно, и эта песня не будет для полочки, она будет жить и радовать слушателей. Живет тогда, когда не только автор исполняет, но песни подхватывает Да. и в учебных заведениях, и другие артисты, Да. да? Ангелина, какие строчки вы бы выделили? Думає рім'я сайгимчок, севдимчок, сайгимчок. Уважаете на самом деле свою землю? Любите? Да, конечно. Больше всего село Гайдары любите или всю Гагаузию? Всю Гагаузию. Где успели побывать в нашей Гагаузии? В каких населенных пунктах? В Камрате, в Капчаке, в Бешалме, в Чадрлунге. Какие люди у нас в Буджаке? В Буджаке у нас люди очень приветливые. Они к тебе относятся с пониманием. Но даже когда ты приезжаешь на какой-то конкурс, то к тебе люди очень приветливо относятся. Вот такой вот. Да, это такое отношение, конечно, перед конкурсом очень вдохновляет любого исполнителя. Вот, когда уже, конечно, мы авторы, мы пишем, да, песни, мы стараемся вложить свою душу, и исполнитель также, но хитом народ делает песню. Наша задача, насколько возможно, мы должны сделать на высоком уровне эту песню. А народ, он чувствует, когда искренние эмоции, все искренне от души сделано, то эта песня, конечно, она находит своего слушателя, становится хитом. Планируется ли создание клипа к этой песне? Ну, может, рано этот вопрос звучит, и тем не менее... Да, мы думали, но ждем весну, когда все будет цвести, показать всю красоту Гагаузии. Вот есть у нас в планах, с Божьей помощью, я думаю, что как клип будет, мы в первую очередь всегда делимся с ГРТ. И я очень хочу поблагодарить компанию ГРТ, потому что есть такая возможность показывать свой материал, и вы всегда очень на высоком уровне презентуете наши работы, и телевидение, и радио. И благодаря вам наши песни живут, люди их слышат. То есть это очень нелегкий, но очень полезный труд для наших жителей Гагаузии. Спасибо, Валентин, за теплые слова. Вы один из тех наших гостей и один из тех артистов, которые всегда отмечают и участие ГРТ, и в продвижении наших артистов, в зажигании наших звездочек. Очень приятно. Ну, со слоганом Это так искренне. и идет ГРТ. Халкан Беля Берилдан Гдерс, поэтому это и наша миссия. И, конечно, мы всегда рады нашим от мала до велика всем жителям и Гагаузии, и республики в целом говорить о вас, дать возможность вам познакомить себя и показать свою работу плодотворную. Да? Ну а сейчас, конечно же, песня, долгожданная песня. Песня Севгили Буджам в исполнении Ангелины Узун мы сейчас прямо посмотрим.
işin başka türlü duel. Senin gülü korafın hepsini bilir. Senin dostluğun tabi buna karşı yuşaşır. Yüren sevinçten peşin dalgalanır. Dua yerime sevgim çok, saygım çok. Ana toprağını sevmeyen insanı yok. Dua yerime sevgim çok, saygım çok. Ana toprağını sevmeyen insan yok. Salfidir lakin duşetin benim gagavuziyam. Seferlerle yıl yaşa sevgili hocam. Girdiğimiz önemli hem bayrağımız çok önemli. Gagavuz evladım ana dilimiz önemli. İlir lakin duşetin benim gagavuziyam. Seferlerle yıl yaşa sevgili hocam. Girdiğimiz önemli hem bayrağımız çok önemli. Gagavuz evladım tarihimiz çok önemli. Salfidir lakin duşetin benim gagavuziyam. Seferlerle yıl yaşa sevgili hocam. Girdiğimiz önemli hem bayrağımız çok önemli. Gagavuz evladım ana dilimiz önemli. İlir lakin duşetin benim gagavuziyam. Seferlerle yıl yaşa sevgili hocam. Girdiğimiz önemli hem bayrağımız çok önemli. Gagavuz evladım tarihimiz çok önemli. Спасибо за новую песню. И еще одна патриотическая песня о нашем Буджаке, о нашей Гагаузии. Вас поздравляю с презентацией. Спасибо Наверное, большое. все-таки посвящается 30-летию нашей гагаузской автономии. Да, просто мы не успели немножко, но решили уже с Нового года, с новой песней именно о Гагаузии подарить нашему народу. И вот такой подарок Да. в начале нового Да. 2025 года. Ну, Гагаузии еще 30 лет, до 31-го Да, да. годовщины, Так что мы не опоздали. Вовремя, нет, конечно. Спасибо за труд, Валентин. Спасибо за то, что патриотическую тему и в наших детях продвигаете. Ангелина, вам тоже спасибо за замечательную песню. Ну, а, конечно, хотелось бы узнать, где все-таки вокалом занимаетесь? Полгода назад мы пошли заниматься в вокальную студию «Аллегро» под руководством Василия и Натальи Железогла в городе В Чедерлунга. городе Чедерлунга. В коллективе мы поем песни как сольно, так и исполняем песни вместе с коллективом. Хотелось бы поблагодарить этих руководителей за то, что они продвигают нас, дает нам возможность выступить. Знания. Также бы еще хотелось поблагодарить Жанну Ивановну, директора Дома культуры Чедерлунга. Как За- поддерживает вас руководство Дома культуры? Вот, Жанна Ивановна, спасибо ей большое за организованные поездки, за теплые... То, что Внимание, тепло нас отношения, принимает, да. Вот недавно совсем мы были в Кишиневе, исполняли колядки. Побывали в парламенте, в американском посольстве. И это все благодаря Жанне Ивановне. За то, что она нас продвигает, за то, что дает нам волю выступить. Хорошо, а вот у нас еще есть на столе ваши награды, дипломы. Это уже результаты участия в конкурсах различных, да? Чтобы участвовать в конкурсе, все-таки инициатива от кого исходит? От преподавателей вокала, от администрации Дома культуры Чедерлунга? Либо все-таки вы сами с родственниками своими путями ищете, узнаете и принимаете участие? Иногда своими путями, а вот иногда вместе с коллективом. В каких конкурсах, в каких фестивалях принимали участие в 2024 году? В 2024 году я побывала на региональном конкурсе в Греции. Заняла гран-при с песней
Буюн Хайдарай гран-при с песней «Гагаузирим». Тоже патриотические Да. песни. Ну, настоящая патриотка у нас Да. растет. Поздравляем. А еще у нас тут много дипломов, правда, и у Ульяны дипломы тоже есть, да? Вижу Türkiye Dalgası 2024. Еще. И Yıldız. Лучше всех. Лучше всех. С сестричкой вдвоем идете, принимаете участие в конкурсах? Да. Просто из-за возраста мы в разных категориях. Это награда прошлого года? Да. Значит, плодотворным был Да. 24-й год. Хорошо потрудились, поработали. Хорошо, а на 25-й год какие планы творческие? В 25 году, летом, в конце июня, нас с моей сестрой приглашают на региональный фестиваль Болгарии. Замечательно. А с какими песнями поедете? Я думаю, что я поеду с песней Севгили Буджан, а Ульяна, ну, еще пока не определились, но думаем, что Есть время еще. с Бен Бинерем Зядому. Тоже со своей песней. Ну, желаем вам успехов, Спасибо. конечно, занять наилучшие места и достойно выступить и представить свою родину. Валентин, 25-й год, что ожидаете от него? Ну, в 2025 году очень много есть новых работ, новые песни будут появляться. Никита Панаитов новую песню готовит, Дима Кадын 2 песни готовит, мои сольные есть песни, есть еще новые детки, с кем я буду работать. Вот, поэтому работы много есть, будем стараться, чтобы радовать наших слушателей новыми композициями. И я очень благодарен и хочу поблагодарить Управление культуры, то, что они вот организуют такие важные конкурсы. Вот в этом году был конкурс «Yeni Türkü», тоже очень много новых песен появилось, как и в прошлом году. То есть это очень радует, что с каждым годом все больше и больше появляется песен на гагаузском языке. И я очень верю и надеюсь, что вот такие молодые юные исполнительницы, они будут дальше продвигать нашу культуру, потому что мы-то потихоньку уже стареем, нам нужна замена, поэтому вот такие талантливые дети, они действительно будут это знамя нести с гордостью. И Гагаузия еще не раз будет ими гордиться, я в этом уверен. Спасибо, Валентин, Ангелина, Ульяна. Спасибо за участие в нашей программе, за новые песни. Конечно, мы также их будем транслировать в нашем эфире. Вам желаю, конечно же, пусть те желания, те задумки, которые вы задумали в новом году, пусть они осуществятся в этом году. И пусть даже те новые проекты, о которых вы даже не думаете, пусть они появятся на вашем творческом пути. Ну, а вы их, конечно, осуществите, потому что у вас сильная команда, вам есть кому доверять, у вас есть хороший тыл. Ну, Валентин, вам, конечно, ну, нелегко будет, наверное, но пусть даже если твердый такой трудный будет творческий путь, пусть он будет, потому что, как вы сказали, только сложные задачи нам дают возможности, да, их преодолевать, и только тогда мы сильнее становимся. Да, с Божьей помощью все будет хорошо, я верю в это, потому что когда человек старается от души, Бог помогает. Кто любит трудиться, всем Бог помогает, поддерживает. И иногда, конечно, самая большая проблема – это финансовая поддержка. Но все равно я очень благодарен, что появляются такие щедрые люди, которые безвозмездно поддерживают финансово лично меня. Поэтому думаю, что очень скоро новые песни появятся в моем исполнении, но уже немножко в другом стиле. Потому что я люблю экспериментировать, поэтому, думаю, Но мы ждем. в новом амплуа люди увидят меня скоро. Ждем, конечно же. Увидимся уже в этом новом году. Да. Ну, а, конечно, мы уже в Новый год перешли и по старому стилю. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Добра, счастья, любви, чтобы когда они приходили домой, их всегда кто-то ждал, встречал.
чтобы их любили всегда, чтобы у них было всегда счастье в доме, чтобы они жили на родине и радовались, что вот чтобы все с нашей родиной было хорошо, вот чтобы люди жили на ней и радовались. Да, это Бог. Да. Ульяна? Я хочу пожелать зрителям тепла, радости, веселья. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Ну, а гостей провожая, хотелось бы напомнить, что вместе с нами этим добрым утром были юные исполнительницы из села Гайдары. Это Ангелина и Ульяна Узун, две сестрички с такими замечательными именами, гагаузскими именами, наверное. Может, меня кто-то поправит, но Ульяна и Ангелина это имена, которые очень редко сегодня еще встречаются, но они есть. Валентин Орманжи, заслуженный артист Гагаузии, вместе с нами был этим добрым утром. Программа продолжается, а гостей провожаем. Pek hızlı biter. Kar gibi yer yer. Sustum nice güzelce. Onu çevirmem geri. Çevirmem geri. Ağlatma geceyi, biz yeniden çek edelim, biz yeniden çek edelim. Ne yapayım? Belki önden çek edelim. İstemem kaybetmez seni, istemem kaybetmez seni. O ne yapayım? Sündü bulut arasında, saklı şafk yanar orada. İlim kaybettik onu, sevda koruma pek zor, koruma pek zor. Ağlatma geceyi, biz yeniden çek edelim, biz yeniden çek edelim. Ne yapalım? Belki önden çek edelim. İstemem kaybetmez seni, istemem kaybetmez seni. O ne yapayım? Ağlatma geceyi, biz yeniden çek edelim, biz yeniden çek edelim. Ne yapayım? Belki önden çek edelim. İstemem kaybetmez seni, istemem kaybetmez seni. O ne yapayım? Ağlatma geceyi, biz yeniden çek edelim, biz yeniden çek edelim. Ne yapayım? Belki önden çek edelim. İstemem kaybetmez
Ен yıllık телевидение аңгысы бұджамызда пейдаланды, о Kumrat'ta çalışan ta 35 yıl geri Kumrat televizyonisi seftava çıktıydı yeni yıla karşı. Bu önemli data için hem de hepsi o çalışanlar için, o oluşlar için angılarını yayınladı. Hem de bugünkü günde arşivde var. Gagauz Radyo Televizyonu'nun arşivinde hepsi materiallar Gagauz Respublikası'nın kuruluşundan, Gagauz'un kuruluşundan onlar çok önemli. O çalışanlar için kim ilk diktoralardı, o çalışanlar için kim korespondenti, kim teknik tarafından ustaydı, kim redaktordu, hem de kim öğrenedi nice televizyonye kurma, onlar için Gagauz'un Bilim Araştırma Merkezi Maria Marunevich adına düşüner yazma bir kağıdı. İlk buluşmak artık bu insanlarla televizyonun oluşunda çekitmesinde duradı, artık geçirdi. Şimdi iş olacak burada ne interviewlar, akla getirtmekler, yazılacaklar, neden sonra hepsi toplanacaklar bir kol vermem. Neden çıktı bile bir niyet anladır Bilim Araştırma Merkezi'nin başı Irina Konstantinova. Bilirsiniz hani 2024 yılın dekabrın 29'unda oldu 35 yıl nasıl kuruldu Komrat Televizyonisi. Historiada var birçok etap, hangisi lazım geçsin de sonrasında varınca yazma da söyleme hani geçti bir zaman da artık historiaya girer bu iş. Onun için bu fikir gene de nasıl geldi? Biz laf ettik sizin çalışanlarınızla, o insanlarla kim kurdu bu televizyonu Gagauziyamızda, kimin vardı o fikirler. Hep laf ederdik hani lazım toplanma, lazım laf etme, lazım bunları hatırlama, lazım yazma. Da hepsimiz değil sadece Gagauziya'nın yaşayanları ama hepsi insanlar bilsinler de bu sferada nasıl kuruldu bizim Gagauz televizyonumuz. Onun için bizim de historia bilgilerinde doktorlarla laf ettik. Dedik ki yapalım ilk olarak böyle bir tombarlak masa. Çağıralım hepsi insanları. Kim kuruluşta yer aldı, kim sonrasında diktorluk yaptı, kim rejisör yaptı, kim çıkardı. İlk bu videoları, angılarını insanlar gördüler televizyonda. Nasıldı, zordu, nasıl kolaydı, kim finansmanını sağladı, nasıl böyle bir fikirler çıktı. Bu pek önemli işler. Historiamızda angıları lazım bilsinler değil sadece sokakça laf eden insanlar aralarında ya da kim bilir. Ama hepsi insanlar kim yaşar Gagauziyamızda, kim yaşar Moldova'mızda hem de hepsi kim meraklanır Gagauziyamız için. Bilirsiniz şimdi biz biliriz hani GRT kanalımız var. Böyle bir kanal angısı gösterirler. Değil sadece Moldova içinde bütün Gagauzlar dünyada kim var kolaylığı bu kanalı seyrederler, görüyorlar. Ama önemli olan hepsi bu etapların yazılması. Bir kağıt çıkarılması. Onun için biz öyle bir fikirle çıktık. Sizin de kurulmuşunuza hem de o insanlar kim kurdular ilk zamandan bu fikri hem de Komrat televizyonu yapalım güzel bir çıkış hep beraber da yazalım bu kağıdımızı. Bizim için önemli insanların fikirleri, insanların bilgileri, insanların hatıraları, angılarını yaşadılar. Nasıl zorluklarla onlar karşılaştılar, nasıl onları çözdüler, nasıl onlara yardım ettiler, nasıl köstek koydular, kim yanındaydı. Nasıl o etaplarda zamanımızda çünkü biz öyle biliriz hani o vakitlerde de kuruldu Gagauz Respublikası. O zaman başladı bu bizim Gagauz halkı akıntımız. Bu pek önemli etaplar bizim historiamızda. Onun için televizyonda konusu bu da bizim için pek önemli bir iş. Çünkü biz şimdi arşivlerde açan bazı şeyleri ararız. Biz ararız ve buluruz sizde, GRT kanalında, sizin arşivinizde. Ama nasıl bu arşiv kuruldu, kim bunu çıkardı, kimin fikri çıktı bunları birçok insan bilmiyor. Onun için bizim önemli davamız Bilim Araştırma Merkezi olarak toplama bu bilgileri, arşivleme bu bilgileri, karşılaşma insanlarla kim bilgilere sahip, kimin fotoları var, kimin eski videoları var. Onları hepsini toplama, birleştirmeye, güzel analiz yapma da güzel yazma bir kağıt. Hangisinde yazılacak hepsi insanların fikirleri. Burada biz yok nice söyleyelim hani birisi doğru söyler, öbürü yalan söyler ya da öbürü istemiyor bir şey söyleme. Bu bir yaşamak. Bu Gagauz halkın bir historiası.
Burada önemli ne zaman ilk olarak Gagavuş'a başladılar programa çıkma. Kim yaptı onların senaryolarını, kim çıkışlarını yaptı, niye reportajlar yaparlardı, kim yazardı onları, nasıl anlaşardılar insanlarla buluşma dini. Çünkü biz açan bakarız hangi yoğurtuya baktığımız zaman gene en eski arşivleri gene buluruz GRT kanalımızda. Elbet Moldova'da televizyonda da var öyle bilgiler, ankaların onlar da gelirli çıkarırlı bizde ama önemli olan bu arşivimiz bizde olsun. Onun için bunları açan biz her şey ne ararsadık buluruz orada. Diyoruz bu pek güzel bir iş. Hani bizim de var öyle bir televizyonumuz hangisinde biz varınca bu bilgiye sahip olalım. Hem de bilirsiniz televizyon bu çok güzel bir çıkış insanlara dini. Haber vermediğini, ondan sonra başka işlerle ilgili insanlara informasyon vermediğini. Onun için insanlar için de düşünüyorum pek meraklı nasıl kuruldu bizim televizyonumuz. Onun için düşünüyorum bu güzel bir fikir. Bu fikre sahip çıkma lazım. Hem de isterim teklif etme hepsine kim değil sadece bugün ama başka da günü ister gelme bilim merkezine. Biz varınca alalım interview, onlarla anket yapalım da çalışalım da bu kağıt gerçekten olsun çok güzel bir kağıt. 1 yılımız var, 1,5 yılımız var, 2 yılımız var, bilmiyorum ne kadar vakit. Önemli olan bu bütün bilgileri ne isteriz toplama, toplayalım, onları doğru klasifikasyon yapalım, doğru analiz yapalım da onların güzel bir çıkış olarak hep beraber prezentasyon yapalım yeni bir kağıdımıza. Bu kış, bu sabah getirsin her bir insanın canına sıcaklığı, mutluluğu hem de sağlığı dilerim. Programımız yaklaştı kendi sonuna. Kalın sağlıcakla. Da buluşacağız.